Строгость линий, изящные формы, игра света и тени, застывшая на наших глазах история. Еще в старших классах я понял, что мое призвание – это архитектура. Город завораживает. Я люблю передвигаться на велосипеде, чтобы ловить его атмосферу. Я хочу быть его частью, исследовать, создавать новое и беречь то, что было создано до нас. Это ни с чем не сравнимое чувство трепета, когда соприкасаешься с наследием прошлого. Каждый человек – это продолжение истории своего народа. Мудрость поколений помогает понять свое место в этом мире. Мой путь к себе – это путешествие сквозь пласт из 5000 лет к истокам иудаизма. Иудаизм – одна из древнейших монотеистических религий человечества и самая древняя из существующих сегодня. Численность иудеев во всем мире в настоящее время оценивается примерно в 14,5 миллионов человек, что составляет около 0,2% всего населения Земли. Во время обучения в университете меня очень заинтересовала зарубежная практика, и я отправил свое портфолио, и меня взяли в город Бат-Ям на стажировку в Израиль. И я понял, что я ничего не знаю о евреях и о Израиле в целом. И тогда я решил первый раз прийти в синагогу. И там я познакомился с раввином нашего города. В дальнейшем наше общение стало еще более тесным. Я попал к ним в семью. И когда я увидел, как устроена их семья, их уклад, я понял, что я хочу, чтобы моя семья была такой же дружной, такой же удивительной, как его. Ключевой точкой нашего народа это был выход из Египта и дарование Торы. Всевышний даровал еврейскому народу книгу, в ней есть наша история, в ней есть наши законы, и в ней есть скрытая, но при этом мудрость, которую, скажем, по сей день мы учим, изучаем и раскрываем. Мне не нравится вообще формулировка, что религия была создана, потому что здесь создается как бы такое лживое впечатление, что это что-то рукодельное, человеческое. Иудаизм не создавался. Иудаизм, он, давайте согласимся на термине, складывался. Особенность иудаизма заключается в строгом этническом характере. Он возник и развивался в пределах одного народа. За то, что Авраам последовал Божьему зову и покинул свои земли, ему была обещана земля и многочисленное потомство. Бог раскрывает себя как единого Творца и возвещает свою волю людям. Бог дал Аврааму этические установления, нормы и правила поведения. И Всевышний обещал, что ты и твои потомки будут мои как бы последователи. То есть я вас избираю. Избранность – это от слова, что тебя выбирает, и у тебя большая ответственность. И так складывался иудаизм. От отца к сыну передавался и дополнялся. Евреи предпочитают называть себя соблюдающими. То есть человек, который исполняет заповеди. Для меня было удивительно узнать именно то, что иудаизм, он по своей сути представляет инструкцию жизни. И ты можешь последовательными шагами построить ее по заповедям, которые там написаны. Распорядок дня еврея таков. У нас есть 3 молитвы. Утренняя, дневная и вечерняя. Это как бы такая ключевая служба еврея, молитва. Молитва – это не просто какой-то текст, это своего рода воспитание. То есть человек учится, как просить правильно у Всевышнего, как хотеть правильные вещи. В тексте молитвы вы не найдете просьбу там о Бентли, не знаю о чем, о квартирах и машинах. Там будут, скажем, такие ключевые для жизни еврея, по мнению нашей традиции, вещи, как здоровье, как успех, как благополучие там близких, чтобы в народе все было хорошо, чтобы у людей было все хорошо. В эти моменты ты концентрируешься, и происходит процесс, похожий на медитацию. Ты должен постараться оторваться от материального и остаться наедине с собой. Поговорить, доволен ли ты, как прошел день, и доволен ли ты вообще своей жизнью. И очень важна именно концентрация на том, как ты можешь быть полезен другим людям. Одна из важнейших для меня заповедей – это отделение маасера. Это заповедь, когда ты должен 10% от своей зарплаты потратить на благотворительность. Это может быть помощь неимущим семьям и людям или создание чего-то, что могло бы принести какую-то пользу окружающим. Иудаизм – это, нельзя сказать, что это чистой воды вера в Бога.
Иудаизм – это скорее какие-то знания и практики о Боге. То есть ты можешь быть самым верующим человеком на земле, верить во все, но если твои поступки не соответствуют твоим мыслям, с точки зрения иудаизма это даже не то, что не очень хорошо, это очень плохо. Да? Твои мысли должны соответствовать твоим действиям, и наоборот. Мы с друзьями задумали проект синагоги в нашем молодежном клубе. Задача была сделать пространство, подходящее для учебы и для молитвы. Пространство, которое могло бы легко трансформироваться под разные цели. И в то же время оно должно было быть достаточно экономичным. Разрабатывал я ее примерно полмесяца, и полмесяца у нас был процесс согласования, общения. А за это время мы еще больше все сплотились друг с другом. И затем все наши идеи реализовались, материализовались в этом проекте, и мы его собрали своими руками. Религия евреев строится на книгах Ветхого Завета, Танах, где особое место занимает пятикнижие Моисея, Тора. Также евреи утверждают, что вместе с письменным текстом Моисей получил от Бога устную Тору, Мишну, которая передавалась долгое время из уст в уста. В III веке к письменной Торе были написаны разъяснения на основании Мишны. Эта многотомная книга получила название Талмуд. В ней прописаны все правила и законы, которых должны строго придерживаться все евреи. Сюда входят не только религиозные трактаты, но и этика, мораль, законы. Каждую неделю в синагогах собирается еврей, и по шаббатам, по нашему святому дню, мы читаем какой-то отрывок из Торы. Эта недельная глава рассказывает про нашего праотца Иакова и про его встречу с его братом. Иаков делит свое имущество на несколько частей. Много-много столетий спустя Рамбам, или Маймонид, как его называют, выучивает из этого места, что еврей должен делить свое имущество на несколько частей. Например, что-то хранить в земле, что-то хранить в валюте, что-то хранить в золоте. И многие такие бриллианты мудрости, они скрыты в Торе. Просто надо уметь их раскрыть и понять. Внешним символом иудаизма является минора – семирожковый светильник, о котором упоминается в Библии. Он находился в Иерусалимском храме до его разрушения. Минора символизирует Бога, опирающегося на древо жизни. В XIX веке религия евреев получила в качестве символа шестиконечную звезду. Ее еще называют звездой Давида. В оформлении синагог активно используют изображения скрижалей завета, которые на еврейском языке носят наименование «лухот абрит». Это две каменные плиты, на которых написаны 10 заповедей. Одна из наших традиций – это соблюдение субботы. Это день, который ты должен провести со своей семьей и с общением с самим собой. Многие считают, что это очень серьезное ограничение, потому что в этот день ты не можешь пользоваться электронными гаджетами, ты не можешь летать на самолете, и не получится работать. Но сейчас я не представляю свою жизнь без такой формы ограничения, потому что именно в этот день у меня есть возможность пообщаться со своими друзьями без отвлекающих факторов, провести время со своей семьей, очистить свое сознание для того, чтобы следующая неделя прошла продуктивно. И в этот день я получаю столько сил, что в целом продуктивность каждого дня возрастает, и за 6 дней я успеваю то, что я не всегда успевал за 7 дней. Духовное руководство еврейскими общинами осуществляют раввины. Раввины – это не священнослужители, а учителя. В иудаизме духовное не отделено от мирского. Абсолютно все сферы человеческой жизни рассматриваются как способ служения Всевышнему. Вопрос воспитания в иудаизме, он не то чтобы важный, он один из самых важных. Когда мы говорим о еврействе, в первую очередь мы говорим именно про еврейское воспитание. Оно начинается практически с пеленок, если можно так сказать. Всевышний через Тору, он, конечно же, передает нам разные ценности и разные понятия, как воспитывать семью. Все начинается с семьи. После разрушения Иерусалимского храма основным институтом и центром религиозной общины стала синагога. Традиция придает синагоге огромное значение в еврейской жизни.
Когда-то синагога была местом, где люди просто собирались молиться. Но со временем, после разрушения храма и изгнания евреев из Израиля, синагога стала чем-то более таким социально развитым. То есть синагога превратилась в центр еврейской жизни. Мудрецы называют синагогу малым храмом. И синагога превратилась в место, где человек может не просто прийти помолиться, а может прийти, не знаю, пообщаться, встретиться с друзьями, получить поддержку или, наоборот, сам кому-то помочь. Вот сегодня синагога ассоциируется со словом «община». Это собрание заинтересованных, близких людей. Считается, что иудаизм, как самая древняя из существующих религий, оказал влияние на формирование христианства и мусульманства. Во всех трех религиях ключевое значение придается росту духовности человека, а также установлению в нем внутренней гармонии. Задача всех религий – это сделать наш мир версией более лучшей. Каждый приносит свою лепту, поэтому я воспринимаю всех религиозных людей как своих единомышленников. Среди моих друзей есть представители разных конфессий, и в том числе есть люди, которые никакую конфессию не представляют, и это никогда не мешало нам общаться, быть друзьями. Вопрос религии не является фундаментом в наших взаимоотношениях. И по моему опыту я могу сказать, что в принципе есть одно стремление у всех людей. Неважно, верят они в Бога или не верят, все хотят, чтобы было хорошо. Все хотят прожить эту жизнь как-то счастливо, интересно, красочно и так далее. Даже если ты не очень религиозный человек, даже если ты во все это не веришь, я могу это понять. И это нормально. Да? Это вопрос традиции, твоего воспитания и ценности. Тем не менее, допустим, если мы говорим про иудаизм, это система в 3000 лет. Это 3000 лет, испокон веков, одно поколение за другим передает эту эстафету с ценными жизненными знаниями и советами, как жить, как прожить эту жизнь. Это невероятный опыт. Когда я не знаю, как мне поступить в этой жизни, я обращаюсь к своим родителям. Ну, допустим, со всей моей любви к моей маме и папе, они не все знают. Иногда надо найти кого-то, кто знает, потому что его взгляд, он исторический, он древний. В конечном итоге иудаизм – это система, как и многие другие религии, который создан для того, чтобы придать человеку значение и смысл сделать жизнь счастливой. Да, это нелегко, но в конечном итоге это свежий и древний взгляд на то, как жить. Поэтому, если меня кто-то спросит, зачем мне все это надо, я скажу, просто потому что это что-то древнее, и это что-то, что по сей день работает и делает жизнь человека счастливой.